педиатр — это человек, который делает все. Для того, чтобы полагаться на свою интуицию, надо, чтобы в голове что-то было. Им кажется, что с ребенком все нормально, температуры сейчас нет. Медики очень сильно триггерят родительскую тревожность. Нужно ли перепроверять назначение педиатра? Да я не работаю ни на какую фармкомпанию, да? Надо, чтобы все было полезно, правильно. Всемирная организация здравоохранения об этом постоянно повторяет. Да. Все, что вы вложили в ребенка до 2 лет, это вот залог дальнейшего здоровья ребенка. Да, причина в том, что у вас аденоиды увеличены или у вас хронический танзелит, это среднее содержание гемоглобина в эритроците и распределение его. Тогда надо увлажнять воздух, но не слизистую носа. Все. Я буду настолько строго с мамами по медосмотрам, что просто вот родители путают понятие иммунитет и здоровье ребенка. Когда родилась моя старшая дочка, я задумалась о том, что было бы неплохо, если бы у меня было образование педиатрическое. Легко ли быть мамой, будучи по профессии педиатром, сегодня нам расскажет моя гостья Ленурия Тимуровна Абдураманова. Она педиатр, неонатолог. Селям алейкум. Селям алейкум. Алейкум селям, хош келдин. Я знаю, что ты мама. И вот скажи мне, пожалуйста, легко ли тебе быть мамой, да? Ты же все уже знаешь. Вот это такие симптомы, это такие предпосылки, это вот все понятно, все известно, все. Не, на самом деле, да, мне было намного легче быть мамой, учитывая, что у меня уже было на тот момент университет, я закончила педиатром и училась в ординатуре. Но минус в том, что многие врачи не подсказывают ничего, ты же врач. Вот, был минус. Но, слава богу, уже у меня ребенок появился в то время, когда просторы интернета была уже какая-то информация. Это был 18-й год, не в таком объеме, как сейчас, но тогда уже было полегче, но была уже какая-то информация. И уже плюсуя свои медицинские знания и опыт там, из интернета того же, да, я тоже заглядывала в интернет. Ну, то есть не только мы, да? Конечно. Не, я, конечно, не захожу там в чаты, всякие мнения. Я статьи читаю. Да, бывает такая жесть, я не знаю, меня очень это удивляет, когда прямо сильная сыпь у ребенка, температура, и мама, фотографируя это, пишет куда-то в чат и спрашивает у обычных людей, да, что с моим ребенком. Тут уже вопросы, наверное, к их участковым врачам, почему нет доверия, почему мамы обращаются. Да, здесь вот такой момент, как бы ты посоветовала, вот как ты думаешь, нужно ли всегда следовать советам педиатра, или что-то где-то можно прислушаться к своей интуиции? Ну, я считаю, что обязательно надо прислушаться к своей интуиции, потому что лучше мамы своего ребенка никто не знает. То есть я смотрю на ребенка, и мне кажется, он нормальный, активный. А мама знает, что это не свойственно для него. То есть он вялый. А по моему мнению, он нормальный, например. Ну да. Вот, ну и по мнению врача, да, потому что спокойный, нормальный ребенок, кажется. А на самом деле он вялый, там уже в полуобморочном состоянии. Вот, когда еще, знаете, такое пограничное состояние между нормой и уже патологией. Для того, чтобы полагаться на свою интуицию, надо, чтобы в голове что-то было, да? Потому что просто полагаться, а я не хочу. Да мне лень было. А мне лень было, да, отвести. Ну вот как полагаться на интуицию, когда у тебя нет никаких знаний? Ну вообще, да, здесь есть еще такой момент, что некоторые родители бывают более тревожные, более такие вот, а некоторые, ну пройдет. Ну, сейчас водички попьем и полежим, поспим, почитаем, и пройдет. Или еще есть такие родители, которые, ночью была температура, утром ее нет, и ведут в садик ребенка, потому что им там надо на работу или еще куда-то там. Вот здесь тоже. Расскажи, пожалуйста, свой опыт. Мне жаль таких родителей. Я не думаю, что они ведут это, потому что им все равно, да, на своих детей. То есть это какие-то есть. Им кажется, что с ребенком все нормально.
то температуры сейчас нет. Ну да. Знаю, что она была вечером, они надеются, что все будет хорошо, потому что у них есть там работа. Я надеюсь, что они делают поэтому. Но я знаю, что есть родители, которые это делают просто потому, что ребенок им будет мешать. Надо Да. вести его в садик, маме надо отдохнуть дома. Да. Тут уже мне жалко, конечно, детей. И жалко других детей во всех остальных группах, потому что из-за беспечности таких родителей страдают Да. другие дети. Я, например, никогда не водила. Но я ребенка своего очень сильно люблю. Мне его жалко. У меня была возможность брать больничные, да, там, или когда он пошел, я еще не работала. Мгм. То есть я его никогда бы не повела. Я еще 2-3 дня дома сидела с ним специально, чтобы ребенок там не мучился в садике. Ну да. По поводу тревожности родителей, вот меня в последнее время начало напрягать даже на просторах своего блога, и даже я смотрю постоянно информацию, и, естественно, мне попадается всегда медицинская информация, прежде всего, какая-то мамская, да, вот все Ну вот эти да. рилсы, все это, конечно же, на мою тему, потому что там, где ты ставишь лайк, там алгоритмы так и работают. И я вот в последнее время начала обращать внимание, что медики очень сильно триггерят родительскую тревожность. Да. И просто высасывая из пальца информацию, вот, особенно доказывая, что там доказательные врачи и так далее, но мне это очень не понравилось. То есть это обкладывает определенными стереотипами врачей участковых, которые работают по тем же протоколам, что и мы все обязаны работать. Никогда врач не выходит за пределы этого протокола, потому что это юридически, да, небезопасно. А тут, получается, они берут там вырезку какую-то, и начинают ее просто повторять, не объясняя, что это только какие-то определенные моменты. И мамы начинают вот это, мне показалось, что это именно игра на чувствах родителей. И я прям это даже высказала недавно в своем блоге. Для меня это некрасиво. Тут наоборот пытаешься мамам объяснять, чтобы они были спокойны. То есть когда родитель осведомлен, Да. когда он знает, да, он четко знает свои действия, он знает, какие могут быть последствия. Там, я всегда рассказываю, вот при таких-то ситуациях вот так вот, при таких-то вот так. Наоборот, пытаешься их успокоить, чтобы они были спокойны, чтобы зря не тревожились, не ездили в приемный покой, не цепляли там еще какую-то инфекцию. А тут просто люди берут и вот играют на чувствах родителей. Мне это очень не понравилось. А конкретно? Например, что амброксол до 6 лет нельзя детям назначать. То есть никакие сиропы нельзя назначать. Это вырезка из сейчас очень модная такая ходит именно. Если меня просто ладно, скажу, уже не хотела говорить. Да. Я не знаю имена, потому что они часто попадаются там, да, я даже не вспоминаю. Но саму информацию я смотрю. Значит, если твой врач назначает тебе амброксол, а ребенку там до 4-6 лет, беги от него. В смысле беги от него? Да. Видели такой этот ролик? Да. Он, наверное, он залетел, поэтому он и мне попался. Мне, конечно, это очень не понравилось. Потому что, во-первых, я даже своим в больнице это сказала, говорю, а чего вы? Я, конечно, тоже иногда не согласна. То есть я в педиатрии работаю в частной практике, а неонатология государственная. Поэтому в педиатрической практике я могу и доказательную медицину применять, и превентивную, то есть там, где, как я вижу, так я и применяю. А в государственной есть четкий протокол действия. Амброксол, кстати, там и назначают. Потому что ничего другого нету. Да. Я, например, на частном приеме могу сказать, что я не хочу амброксол, я вообще его очень редко назначаю. А они не могут. Они бы, может, и хотели бы сказать, возьмите вот такой-то сироп, он более подходящий там, для вашего ребенка 1-1,5. Но если они такое скажут, жалоба прилетит через 2-3 дня. И так и случается. И вот в последнее время тоже жалоб, конечно, очень много. На меня еще не было, но вот они жалуются, что нам не приходится, например, прописывать никакие препараты. То есть ты хочешь сказать, что государственные клиники, государственные больницы нельзя врачу идти против протокола, даже сворачивать? Да, ему даже нельзя. Вот у нас есть определенный спектр лекарств, да, который мы можем применять. Вот все. Или за свой счет купи, или пользуйся тем, что у тебя есть. Да. Мы не можем говорить родителям, купите, пожалуйста, вот что-то там. Хотя я знаю, что, поэтому я, наверное, там бы и не смогла работать. Потому такой приказ, нельзя. Тяжело, в больнице же есть, больница же обеспечена. Да, но чуть хуже, чем то, пользуйся этим. Это же все равно все работает, эти все лекарства. Конечно, работают. Конечно. Просто они, может быть, дольше где-то работают, или это же не может просто так входить в протокол.
Конечно, надо просто учитывать, что какие особенности. А вообще нужно ли перепроверять назначение педиатра, там читать инструкцию, там Да. отзывы, вот это все? Отзывы можно не читать, но инструкцию как минимум по возрасту, например, посмотреть. Иногда там врач, если много, например, я не знаю всех дозировок, да, там я основные, конечно, препараты, которыми я работаю, я их, конечно, знаю от А до Я. Но бывает такое, например, что родители приходят и там, например, насморк. Я говорю, а что у вас есть дома, чтобы они не покупали? То есть мне нету никакой вот выгоды. Мне сразу это подкупает. Да, потому что у меня нет никакой выгоды, я не работаю ни на какую фармкомпанию, да, чтобы продвигать какой-то определенный препарат. Если, например, они называют, у них нету ничего, что мне более-менее подходит, то я назначаю свое. А если у них есть, то я, например, говорю, а что это? Ну, там название-то они называют коммерческое. Ну да. А я захожу тут же в интернет, читаю, что там содержится, с какого возраста оно разрешено или нет. И ничего в этом плохого не вижу. Но я знаю, что для мам это просто... Да. Это убийство репутации врача моментальное. Да. Хотя что плохого в том, что врач решил убедиться в правильности своих назначений? Я тоже так думаю, кстати. Если это какой-то новый препарат, возможно, просто Возможно, никогда не работал с этим препаратом. Но я же говорю, вот, например, на таком подобии. Конечно, я могу назначать все те препараты, которыми я пользуюсь, и я знаю точно, как их надо назначать. Да. Скажи, пожалуйста, вот про прикорм. До года абсолютно ли вся должна быть еда ребенка полезной? Или можно что-то неполезное дать? Нет. Надо, чтобы все было полезно, правильно, потому что есть такое понятие о первые 1000 дней жизни ребенка, включая внутриутробный период. Да? Да, и вот это примерно до 2 лет, поэтому до 2 лет мы кормим грудью, да. Всемирная организация здравоохранения об этом постоянно повторяет. То есть не просто так придуман этот возраст 2 года, хотя мамы до 2 уже не выдерживают, да, ну это морально тяжело. Ну, очень мало, кстати, в последнее время я даже не встречаю. Ну нет, в последнее время много их стало, потому что об этом постоянно ведется пропаганда этого, и ничего плохого в этом нету, ни с психологической точки зрения, ни с физиологической. То есть я это поддерживаю, и всем своим мамам, и даже вот в нашей школе будущих родителей в нашем отделении я всегда это говорю. До 2 лет минимум. А потом мы только начинаем бросать. А не так, что 2 года, все, отрезали. Ну да. Всё. Прикорм должен быть полезным, потому что у нас идет формирование ребенка, то есть всего его организма. Если мы будем ему, например, ребенку до года давать молоко, белок коровьего молока, да, он очень тяжелый для ребенка до года. Он вредит эндотелию кишечника. То есть мы, как бы это незаметно визуально никак, его может не посыпать, да, там ничего, никаких реакций. Но оно постепенно вредит кишечнику. И дальше потом в 6 лет выясняется, что у него там какие-то проблемы. Откуда они взялись, никому не известно. Ну, все вроде бы делали так, как говорила бабушка, да? Давали манную кашу. Ну, мне сейчас нравится, сейчас бабушки очень... У меня очень, кстати, много бабушек. Да. И они всегда обижаются, когда я не даю, там, например, там, голосуем там что-то. Говорят, а где про бабушек? Я говорю, какие бабушки классные вообще. То есть бабушки тебя смотрят, да? Да, такие продвинутые бабушки. То есть они хозяйственное мыло вместо глицериновых свечек использовать не будут. Ну да, но уже бабушки молодые. Да. Продвинутые. По поводу прикорма, сейчас, кстати, вот тоже я недавно просто специально проходила обучение, там Dogstar Club, там врачи исключительно доказательной медицины, вот там только по зарубежным, ну, они сравнивают, правда, и наши приказы, клинические рекомендации, и зарубежные, то есть и выбирают самое лучшее. Ну, мне понравилось это обучение. И тоже рассказывали про методы прикорма детей. То есть, ну, настолько сейчас это по-разному, то есть как хочешь, так и делай, только осторожно. Тут очень интересно, что все зависит от того, какое решение примет именно родитель, такая ответственность. Да. Например, есть там педагогический, педиатрический прикорм, и еще название у него какое-то английское, не помню, когда ты можешь давать вообще все со своего стола, только с размером рисовое зерно. Но это, наверное, предполагает, что ты не должен есть там плов, да, и так далее. То есть это все должно быть само по себе правильное питание. Ну да. Вот. И
как бы, если ты решил идти, можно изучить все вот эти варианты, какой тебе больше понравился, ты его более углубленно изучаешь и так вводишь прикорм. И несмотря на то, что бабушка тебе там у виска покрутит, или там подружка, да, но ты же изучил информацию, ты следуешь ей. Ну, тут очень сложно найти какой-то компромисс, потому что если бабушки, там, мамы, получается, ну, бабушки, да, ребенка вмешиваются сильно в жизнь, да, ты вот это не так делаешь, у тебя ребенок полуголодный, там, дай ему что-нибудь калорийное. Здесь вот еще нужно же найти общий язык с ними. Мне кажется, здесь надо найти авторитетное мнение и говорить, а вот этот доктор так говорит, вот посмотрите его видео. Да. Так и еще вот скажи про эти 1000 дней. Вот ты начала говорить, и что эти 1000 дней зависят от этих 1000 дней зависит. Да, в общем, зависит здоровье ребенка. То есть до 2 лет ребенок все в 2 года он полностью сформирован. Организм. И всё. Кишечник, и все. Да, вот все, что вы вложили в ребенка до 2 лет, все, это вот залог дальнейшего здоровья ребенка. Поэтому самые такие обширные скрининги ребенка, да, они же вот при рождении, в течение года, до 2 лет, там, следующий там в 6 лет скрининг. То есть все, вот с 2 до 6 там уже практически ничего не меняется, он просто растет. А вот так до 2 лет выявляются практически все болезни ребенка. Ну, если заниматься ребенком, естественно. Да. Да, можно и не выявить и до 6 лет. Нужно ли одевать детей теплее, чем взрослых? При рождении, да. То есть у нас есть такая рекомендация одевать ребенка на 1 слой больше, чем себя. Но это такое, знаете, межсезонье. Или когда холодное время года. Потому что в жару ты уже не оденешь его, он будет потеть. Как эта татарская пословица есть, да? Ребенок заболевает только когда он вспотеет. Да? Да, я не знаю, как она на татарском звучит, но мне мама так часто говорила. Да. Да, у меня мама знает все пословицы татарские, я знаю только их перевод. Да, у тебя там вот на страничке написано, что у тебя есть советы, да? Или у тебя есть, может быть, курс какой-то по закаливанию ребенка? Это я хотела сделать курс, но никому он не понадобился. То есть люди заходили, смотрели. Люди все знают уже. Да, никому он не понадобился. Я же говорю, у меня там просто нету своей жизни, если я начинаю отвечать на все смски, да, там, особенно в бесплатном режиме. То есть просто у меня есть настроение, там, смотрю, кто-то зашел. Ну, а если я уже открыла, прочитала, то я уже считаю, что ответственность на мне за здоровье этого ребенка. Да. И я тут смотрю, что людей много задающих вопросов, и есть вопросы разной степени глупости и там такой элементарных вопросов просто, я не знаю, миллион, просто уже иногда подташнивает от этого. Да. И я думаю, надо создать такой курс. Я, конечно, сама про него плохо рассказала, но это должен был быть курс там про что такое иммунитет, как он формирует, вот чтобы мама понимала, да, что это, ну, такое на русском языке, в 2 словах, чтобы понимала. Это должен был быть 2-месячный огромный курс, чтобы вот и про питание там, и про все должно было быть. Но назвала его про закаливание в том плане, что мы будем использовать как укрепление иммунитета в основном закаливание, как активный метод укрепления иммунитета. А в основе, конечно же, там должно было быть про питание, про образ жизни и про все остальное. Да. Люди интересовались, но я не знаю, это, конечно, должно было быть все на коммерческой основе, потому что мне уже надоело делать это бесплатно. Все бесплатно. Да, ну у меня просто нету времени. Я считаю, что я уже на том уровне, что я могу себе позволить это делать на коммерческой основе. И никто не купил курс. И мне стало так интересно, я думаю, ах, вы такие все умные. Хорошо. Но, тем не менее, дети продолжают простывать, дети болеют, и все это, мне кажется, последствия того, что мы их кутаем, что мы их не закаливаем. Да. И то, что мы им даем, то, что они кушают, все это влияет. Тут прежде всего влияет подготовка женщины к беременности. У нас никто к ней не готовится. Да. Очень мало людей. Ну, там кто-то бросает курить. Есть такие женщины, да, там. Или кто-то бросает курить, уже все, вот увидела 2 полоски, как бы там
Да. Все, да, значит, Всё, бросают нельзя. курить, да, нельзя. На самом деле, это надо за минимум за 3-4 месяца начать готовиться. И не только женщине, но и мужчине. Например, если избыток массы тела, это напрямую влияет на тестостерон. Да? Тестостерон влияет на активность сперматозоидов. То есть он должен тоже худеть. У нас этого никто делать не будет. Уже все, минус, никто не подготовился. А дальше сама беременность. Женщине плохо, да, у нее там токсикозы. И, знаете, неосведомленность, наверное, женщин о том, что вот какие-то состояния, это плохо. Они думают, что у всех так и должно быть, значит. У всех же тошнит во время беременности. Ну да, наверное. Да, но никто же не знает, сколько раз должно тошнить в день. Я вот думаю, что вот когда вот прям тошнит, ну так на запахе, то это вот как бы нормально. Это а нормально. если тошнит, вот прям тошнит, Просто так, да. ну как бы женщина рвет, вот это вот, мне кажется, ненормально. Да, конечно, это ненормально. Но нет, там нормально до какого-то, я, по-моему, до 5 раз в день, по-моему. Я не гинеколог, не буду утверждать это. Я тоже, когда там снимаю в нашей школе, это вот чуть подслушиваю, что они говорят, ну, в целях и своего, да, осведомления, потому что я как бы тоже хочу. И вот подготовка, нету ее. Нету. Даже не про тошноту, а вот про отеки. Вот женщины не знают, что они не должны отекать, что это ненормально. Не, ну почему? Я беременная, значит, ну все это возможно, да? Да? Если женщина отекает, она Да. должна обратиться, сдать мочу на белок в моче, посмотреть давление, должна контролировать. Это все плохие признаки. Повышение давления, белок в моче и отеки беременных. Это тоже опасное состояние. Никто на это не обращает внимания, как бы все доходят, все же нормально, да, все нормально. Дальше у нас идут роды. Ну, к родам тоже никто не готовится особо. Ну, некоторые, ну, там тяжело подготовиться, потому что ты не знаешь, как ты себя поведешь в этой ситуации. Да. Но я все равно убеждена, что если женщина знает четко, вот она себе за последние месяцы программировала, что надо вот так вести, что вот этот уровень боли, это все нормально, знает, как, она знает уже, как дышать, то есть она уверенно знает, как ей дышать. Она это будет делать как подсознательно. Конечно, себя, разное бывает. Очень плохо ведут Не, себя женщины. я, например, на своем опыте скажу, что я просто себе первый раз я растерялась, конечно. Там я немножко пожалела себя. Но когда это был второй, там, третий раз, я уже поняла, что нужно собраться, нужно слушать врача и четко следовать рекомендациям. И это помогло, кстати. Вот я буду сильной, я все выдержу, все будет в порядке. И как бы вот эта вот настройка, она помогла мне. Очень помогает. Ну вот с первыми, да, конечно, это было чуть-чуть. Ну, потому что была не готова, не знала, что ждет. Второй раз уже знала, что ждет. И все равно без вот этого дыхания ничего не получится. Вот все равно надо сделать так. Ну, в американских фильмах же они там ходят куда-то там даже с партнером, и, по-моему, там курсы какие-то у них есть, и они там дышать учатся. У нас тоже такие курсы есть. А, да? Да, вот у меня сестра работает в Авиценне гинекологом, у них тоже есть школа вот подготовки. И туда кто-то ходит? Ну, говорит, что ходит, но мало людей. Мало людей. Даже вот у нас в отделении мы его просто организовали сами, потому что вот нам хотелось, чтобы к нам приходили готовые женщины. Вот реально я просто доставала заведующую в том, что надо организовывать это на этапе до родов, потому что во время родов они плохо соображают, после родов тоже ей надо, женщине, отойти от этого стресса, тоже она не запоминает информацию. А вот если за месяц, за два, то как бы она все равно что-то запоминает, и у нее откладывается оно, и она делает это автоматически. В общем, так я приставала к заведующей, она говорит, есть женская консультация, там все это есть. Туда тоже никто не ходит особо, если не вынудит их участковый гинеколог там. В общем, мы создали эту школу и очень рады. Мы с заведующей больше всех рады, мы с ней такие одинаковые активистки. И действительно это вообще, вот прям вы не поверите, насколько разница между готовой женщиной и просто вот один раз посетившей лекцию. Особенно вот я говорю по неонатологии. А у нас есть акушер-гинекологи, которые мы уже каждый разобрал себе тему, и каждый по кругу ее проговариваем. То есть кто-то про питание, кто-то про подготовку, да. Есть, которые мы называем это немедикаментозные методы обезболивания в родах.
То есть вот для чего этот мяч стоит, да, для чего эта скамейка, как делать массаж своей поясницы партнеру, чтобы... То есть мы приглашаем именно с партнерами, чтобы они пришли, и мы тренировались, и на мяче вот он поддерживал ее, как это массировать, что делать, как дышать. То есть все это делается, это не только в американских. Просто в американских сериалах это норма, то есть они это пропагандируют. Ну там это, ну как бы они не стесняются, наверное, там вот, да, да, мужчины, а у нас не считают нужным. Да. Но что радует, что в последнее время, вот, ну, понятно, что эта школа еще молодая, ей где-то год, наверное. А нет, осенью будет год. То есть вот еще года нет. Но уже у нас 2-3 мужчины, которые ходят. То есть, ну, там, например, 20 женщин и 2-3 мужчины. А там потом женщина обижается, все внимание было мужчинам. Ну, естественно. В женском обществе они очень выделяются. Ну, да. То есть радуешься, что есть такие люди. Меня прям вот гордость берет, что есть такие люди ответственные, который подход ответственный. Ну да. Потому что а что толку от мужчины, который придет на партнерские роды, и он просто сам там завала стоит, и ему помощь бы лишь бы не оказывать. Реально, я вот нервничаю, когда такие мужчины, потому что тут не знаю, то ли женщину поддерживать, то ли мужчину. Поэтому я считаю, что он должен быть готовым. Ну да. То есть все вот во время родов мы подготовились, да, о чем мы говорили. Если женщина неправильно дышит, это затяжные роды, ребенок рождается, мы называем это подуставшим. Да. Тоже иногда требуются реанимационные мероприятия. Это уже сказывается. Это все, это уже тоже. То есть, если ребенку оказывались, то мама должна уже другой образ жизни вести. То есть она должна это иметь в виду. Может быть, это никак не скажется прям активно. Но если мы хотим растить гениев, да, то надо это учитывать, что была реанимация в родзале. Дальше ребенок, что новорожденный, да, родился, то есть, ну, там прикладываем к груди и так далее. Некоторые ленятся прикладывать к груди. Один раз не получилось, да, не надо. Ну, потому что кто-то хочет курить, но ему стыдно курить на груди. То есть все равно какая-то осознанность есть. Это очень часто, это очень большая проблема. Я, кстати, тоже часто об этом говорю. Кто-то не может отказать себе в диете. Знают, что ребенка начинает высыпать, все, до свидания, грудное вскармливание, начинаем смеси. Ну и диета, как бы, когда грудное вскармливание же нужно питаться калорийно, чтобы ребенок получал все витамины, сбалансированно, и получается, некоторые хотят похудеть. Нет, молока не будет. Молока не будет. Да. Да. Я даже пробовала ороза держать. И в первый год? Нет, это был не первый год, второй год. У ребенка уже был год с чем-то. И я попробовала держать. Ну, думаю, подержу, посмотрим, получится, нет. Ну и просто молоко моментально исчезло. Причем еще даже до ифтара было много времени, и все. Ну, достаточное количество воды, это тоже важно. Да, нет, причем я когда держу, я прям выпиваю 2-3 литра воды вот за вот это время. То есть я ответственно подхожу к этому. Потому что я знаю, что мне завтра будет тяжело, а тут еще с ребенком. Ну, в общем, не получилось. Ну, в принципе, это же разрешено не держать. Поэтому как бы это. Диета нет. Даже если мамы там на гречке и галетных печеньях, как они любят сидеть, то тоже очень маловероятно, что что-то получится. Да. И причем это никак, конечно, не сказывается на ребенке. Он тоже будет набирать вес, там, может быть, немного, но неплохо, будет развиваться. Да. Но в дальнейшем все равно это скажется. Когда ребенок растет на дефицитах, это все равно выльется. Это сейчас кажется, да, пронесло, с первым пронесло, со вторым пронесло. Но он у меня, гены у меня здоровые, там и так пойдет, да. Нет, на самом деле это все скажется на ребенке. Понятно. Рано или поздно просто это выльется. Ну, я вот помню, все свои, как бы, да, живо помню все свои опыты. И хочу сказать, что, хотелось бы, конечно, сразу прийти в свою форму, да, вот родила, сразу прийти, как бы, сразу одеть свою одежду. Ну, это же не получается. Да, но и не должно получаться. Это должно через 3-4 месяца получиться. Даже через 3-4 месяца не получалось, если честно. А сколько вы набирали? 10-12 килограмм набирала, и потом тоже было очень тяжело вот прийти в норму, и здесь тоже, да. Ну, вообще, по-моему, до 12 килограмм это норма. Да, это норма, кстати. Да, потому что у меня, например, были отеки сильно выраженные, поэтому у меня было 20 с чем-то килограмм, там с лишним, по-моему, около 30 килограмм.
Я уж просто потом перестала взвешиваться. Но я вышла из роддома плюс 5 килограмм. То есть уже все отеки ушли, и все. То есть, хотя, казалось бы, да, там вы 12 набрали, а я 20 чем-то. Ну, я не знаю. Просто вот некоторые просто зациклены на своей внешности, да, ну, тут уже нужно выбирать. Либо у тебя здоровый ребенок, либо ну, ты чуть-чуть должна походить некрасивой. Да почему некрасивый? Очень красивый. Да? То есть, во-первых, не набирать во время беременности лишнего веса, да, то есть если вам гинеколог говорит, что вы перебираете, то как бы немножко надо тормозиться. Это не значит, что вы за двоих там едите, и в прямом смысле слова за двоих. Так, ну да. Это маленький ребенок, он столько не ест, сколько взрослый. То есть не двойную порцию взрослого, да, мы едим. То есть мы балансируем питание, а не только на углеводах сидим. Что самое классное? Да. Я была хлеб с маслом, с медом. Да. Это моя любимая. И у меня ребенок так любит это. А я сейчас люблю до сих пор хлеб с маслом, с медом. Я тоже люблю, но не хочу. Кофе это вообще святое. Да. Вот, в общем, совет такой: не набирать лишнего, чтобы потом не страдать, и выбирать приоритеты. У нас сейчас ребенок, я кормящая мать, у меня определенная калорийность питания. Но это вот в чем проблема? Если мама будет нормально балансировать белки, жиры, углеводы, у нее организм будет, во-первых, мы гормонально перезапускаемся, да, достраивается все это, нормально стабилизируется, и вес сам по себе будет уходить до того, до привычного веса. Да. Но женщине на грудном вскармливании очень хочется сладкого. Да. Очень сильно. Я знаю, что мамы прям целые торты едят, потому что нужна энергия. Но они не понимают, что на самом деле организм просто говорит о том, что не хватает энергии. Ты неправильно питаешься. Вот не должно быть такого прям вот, как наркоманы. Прям хочется сладкого. Значит, ты не добираешь по белкам и жирам. То есть организм-то не просто так же требует сладкого, потому что ему не хватает энергии, и он будет вот эти все процессы наши, да, там биохимические, которые происходят, просто делать за счет углеводов. Те, которые надо было делать за счет белков и жиров. Конечно, это все нарушается, как бы оно идет, процесс идет, но до поры до времени. Ну ты сейчас вот говоришь вот это вот баланс белков, жиров, углеводов. Это вообще легко или это надо медицинское образование? Нет. Причем тут медицинское образование вообще? Ну я вообще все это делаю на интуиции, как бы я не знаю, может быть там что-то где-то посмотрю, что-то. Не, вы же обязательно белковая пища в день. Я, например, если мясо не поела, то яйцо поем. Да. Например, творог я не ем обязательно, поэтому у меня яйца вообще каждый день. Ну да. Вот. И я просто замечаю по весу, что он стоит, он хотя бы не набирается, если не худеет. Уже хорошо. Да, потому что на белках ты более сытный. Ну и вес действительно, просто я знаю, что идеальный мой завтрак — это яйцо с сыром и с помидорами. То есть там и клетчатка, и жиры, и белок. И вкусно. И вкусно очень. Вот, поэтому мясо, как бы, не знаю, сейчас нутрициологи говорят, что нельзя есть мясо каждый день. Да? Да. 3 раза в неделю там что-то. Ну, это, наверное, не для крымских татар. Не для крымских татар. И тем более не для нугаев. У нас мясо каждый день. Но, например, я стараюсь каждый день не говядину, да, там баранину, то, что действительно там уже слишком много информации о том, что это вредно. Да. Один день курица там или индейка, другой день говядина. Вот. Чередовать. Ну, хотя бы один раз в день. Потому что у нас вообще 2 раза в день даже бывает мясо. Поэтому да. Обед и ужин. Без мяса никак. Но у меня сейчас муж очень сильно увлекается этим правильным питанием. И постоянно заставляет меня овощи запекать. То есть мы раньше их там дымламу, например, там это мое любимое блюдо вообще. И удобно, кстати, его готовить. Да, и сбалансированное оно. Да. То есть разные овощи. То есть по витаминам и микроэлементам точно сбалансировано. Мясо и овощи. Да. Всё. А вы сейчас запекаете, да? Сейчас запекаем вообще, да. Убрали майонезы. То есть раньше это все всегда был маринад майонез. Сейчас нет уже все. Это оливковое масло там или какой-то греческий йогурт. Вот. Ну, это у меня больше муж там. Звучит вкусно. Да, и я не парюсь по этому поводу. Скажи, пожалуйста, вот младшая дочка у нас очень любит животных. И вот она очень настаивала на том, чтобы мы завели домашнее животное. Да? Мы всегда везде гладили кошек,
собачек, вот она даже там рыбок хотела, ну все. Хоть что. Какое домашнее животное наименее безопасно? Вот. Да, любое, которое проглистованное животное. Просто когда заводишь животное, точно так же, как и ребенка, да, ты должен понимать степень ответственности, особенно когда есть дети. Я, например, не могу, вот я смотрю, как там люди, собачки, вот этих новорожденных детей облизывают. Я бы вообще просто сознание потеряла бы, если бы моего ребенка облизало любое мое даже животное. Даже проглистованное. Даже проглистованное я бы не пережила. Ну, в принципе, они живут в этой среде, как бы это нормально. То есть надо делать прививки, чтобы чтобы животное не принесло домой ничего, да. Его купать после улицы, то есть хотя бы ножки там обмывать, да. Все равно оно животное, оно или домашнее, или уличное. Да. Если, например, оно во дворе живет, да, там кошка или собака, вы его прививаете, вы его обработали, обязательно ребенка учить мыть руки после этого. Да. То есть это, ну, если, конечно, они не облизываются. Да. Не знаю, у нас были животные всю жизнь во дворе и в доме, кошка была, и никогда в жизни у нас не было проблем. Скажи, пожалуйста, вот я вот слышала, что дети, которые, у которых есть животные, домашние животные, у них лучший иммунитет. Их организм более адаптирован к внешнему виду, нет? Да, а мне кажется, нет. Я слышала, что это психологически влияет хорошо на ребенка. Ну да, психологически. Они более добрые, более адаптированные, ответственные, да. Ну, ответственность тоже зависит от того, как родители там настоят, да. Потому что мы тоже, сестренки, родители завели кошек, да, ответственность очень низкая. Низкая, да? Да. Не, у нас просто вот мы завели все-таки котенка совсем недавно, и дочка, ей было тогда, 5,5, наверное, 6 уже, наверное, было. Она вставала, ой, мне нужно пойти, он у нас во дворе, там в определенном месте живет в подвале, и она говорит, мне надо пойти покормить, мне надо посмотреть воду. Ну, то есть молодец. И эмпатия, да, развивается. Молодец, ну ответственность, да, это хорошо. Я не помню, чтобы, нам, не знаю, у нас почему-то так и не привилось. У меня, например, нету сейчас дома животных. Хотя мне вот хочется. Да. Мне, наверное, хочется просто второго ребенка. А я хочу переложить это на кошку или собаку. Мне надо свои материнские инстинкты реализовывать. Но муж категорически против собачки. Кошки дома точно нет, а на улице, как бы, я бы не хотела ее растить. А против собаки, потому что мы только посадили молодые там вот это хвойные деревья, и пусть, говорит, подрастут, и только потом, чтобы он не разгрыз. Ну да. Ну, да, песик или собачка. Ну, значит, вопрос отложили пока, да? До лучших времен. Скажи, пожалуйста, вот сейчас лето, и как ты рекомендуешь море? Вот нужно ли обязательно ребенку там какое-то количество там посещений, да, моря? Или, это не обязательно? Нет, ребенок сможет спокойно жить без моря, если он не будет. То есть это никак не повлияет на его общее здоровье. Но на психологическое здоровье повлияет, это тоже влияет на иммунитет, да, ребенок счастлив. А во-вторых, это очень активное закаливание ребенка. То есть, да, он там, сейчас вода все равно такой вот температуры, с которого надо начинать закаливание, там 20 градусов, 18 градусов. То есть он закаливается, это однозначно. И третье, сам состав моря, он же тоже полезен. Вот эти соли все равно для кожи, для иммунитета, в принципе, полезно. А вот период, когда вода сильно теплая, долго теплая, там развиваются какие-то... Да, кишечные инфекции, там палочки, да, они более активные становятся в этот период. Но учить не глотать воду. Не глотать воду, да. Да, это единственное, что на море там вот еду берут, да, на море. Это тоже уже как бы ответственность родителей. Этими же руками, которые из моря, они же не помытые, начинают есть, естественно, оно все проникает, даже если ребенок не глотнул. Хотя мы и ныряли, и все было нормально. И арбузы ели, кстати, на пляже. Арбузы обязательно. Да. Ну, кстати, не знаю, никогда не было никаких отравлений. Когда мощная микрофлора кишечника. Мощная. Когда хатых на вечер ешь, все нормально. Свежезаквашенный. Да. Скажи, пожалуйста, солнцезащитный крем, нужен ли он ребенку?
Ну, если вы длительно находитесь, то, может быть, и нужен, чтобы просто кожа не обгорела. А если соблюдать вот эти вот периоды там с 8 до 11 там, или до 10? Мне кажется, нет, потому что там индекс ультрафиолетового излучения, да, он более низкий. Но вот я сейчас знаю тоже, что большая пропаганда идет того, чтобы мазать детей SPF кремом. Да. А с другой стороны, у нас идет та же пропаганда по компенсации дефицита витамина D. Да. То есть мы не усваиваем через солнцезащитный крем, а потом начинаем давать добавки, чтобы компенсировать. Да. Я считаю, что ребенку это не нужно. Угу. То есть в любом случае, даже в садиках, сколько они там находятся на этой площадке? Ой, они там в тени, они в головных уборах, да. там, не знаю, мне кажется, что... Не знаю, мне кажется, не знаю, может, это, конечно, такой стереотип, чем загорелый ребенок, тем он здоровее. Тем он здоровее, да. Ну, просто чтобы не на открытом солнце, там, не в час Да, дня. конечно, если это на море мы приехали, то, естественно, и я знаю, что мы там пробудем больше получаса, естественно, я помажу ребенка, чтобы он не обгорел. А какие кремы? Вот специальные детские, да, какие-то линии? Ну, я видела, что очень много детских линий. Не знаю, я ребенка своим же мажу. Ну, не тем, что женский, да, который для лица, а просто молочко с SPF-кой. Ну, вроде и нормально, никогда не обгораю. Не обгораю. Тут надо смотреть, конечно. Кто-то более ответственно подходит и хочет защитить ребенка, да, там от всяких, что там, павы добавляют, ароматизаторы и так далее. Да. Но мне кажется, что это все маркетинг-ход, конечно. Мне, не знаю, я вот какое-то время читала эти составы этих кремов, что дорогой, что дешевый, там составы примерно одинаковые, вот с этими длинными такими непонятными названиями. Тут можно только методом проб и ошибок, то есть намазать на себя, проверить, если не обгорело, значит нормально. Обгорело, значит не используем в следующий раз. Если обгорело, то хатых опять тот же самый. Да, кстати, нас тоже в детстве не мазали. Хатых был наш друг, мы всегда им пользовались. И огурец, кстати, тоже, да? Да, огурец беспонтовый, по-моему. Не по хатых, самое то. Скажи, пожалуйста, давай вот немножко поговорим про иммунитет. Вообще это что-то осязаемое, там, я не знаю, то, что можно изменить, то на что можно повлиять, или все-таки иммунитет, он зависит от того, каким ребенок родился, я не знаю, от генов. Я поняла, о чем вы говорите. Когда мы говорим иммунитет, люди, когда говорят, да, они имеют в виду здоровье ребенка в целом. Да. Врачи же, когда говорят иммунитет, они имеют в виду иммунную систему. То есть непосредственно органы иммунной системы и клетки иммунной системы. Вот про это мы говорим. И поэтому, когда родители говорят, как повысить иммунитет, да никак, не надо его повышать. Потому что... Эхиноцею дать. Ну, если сильно хотите. Если это вас успокоит. Да. Ну, я думаю, сомневаюсь, что она, конечно, повлияет, там, чтобы простимулировать иммунитет, да, но в большом количестве может и простимулировать. То есть надо тоже осторожными быть. То есть мы не влияем непосредственно на клетки иммунитета. А вот когда... Почему я вообще эту тему начала, в принципе, так просвещать? Потому что родители путают понятие иммунитет и здоровье ребенка. То есть для них это одно и то же. Например, ребенок часто болеющий в садике. Вот он говорит, он один день пошел и заболел. В чем причина вообще? Да причина в том, что у вас аденоиды увеличены, или у вас хронический танзелит, уже там огромные миндалины, или, например, аденоидит и танзелит. Уже там он маленький, да, у него уже огромные миндалины. То есть в норме их не должно быть. Вот откройте свое горло и посмотрите. Их не должно быть задушками, может быть, чуть-чуть выглядывать. А у нас что происходит? Вот так открываешь, а там даже еле воздух проходит между миндалинками. Ребенок дышит при аденоидных вегетациях, он дышит ртом. Рот не предназначен для дыхания. В носу воздух, он с помощью вот этих ресничек, которые многие вырывают, взрослые люди, да, себе, то есть как волоски из носа, их нельзя вырывать. Это все защита, точно так же, как реснички и брови, это не для красоты создано. Да? Она защищает от пыли, от грязи. Там есть микроворсинки, которые тоже постоянно в таком движении, они вот микробы попали, оно вколебается и скидывает с себя их.
Вот. И когда то есть прогревается воздух, очищается через нос. И вот это правильное дыхание через нос. Когда же мы дышим через рот, мы непосредственно все вирусы, бактерии, все, что пыль мы вдыхаем, оно оседает на слизистой. Если здесь мощная микрофлора, да, там зубы санированы, нет патологической флоры, а миндалины нормальные, не увеличенные, не рыхлые, дышит он и нормально, он редко заболевает. Но когда уже есть вот такие вот нарушения, то есть когда защитных сил, там слюны, например, сухой рот, сухая слизистая нарушена, не знаю почему, может быть, но бывает такое, мало слюны у детей. А потом зубы, кариозные полости, вот эти миндалины. Конечно, тут, то есть защитные факторы, они на весах ниже, чем патологический там фактор, да, антиген. То есть когда перевешивает, все, это капец. Он заболевает постоянно. Когда же у нас тут все стабильно, мы дышим через нос, у нас нету никаких там вот очагов инфекции, да, аденоидит – это очаг инфекции. Хронические синуситы, вот когда там постоянно сопли, да, подтекают, это очаг инфекции. Хронический танзелит – очаг инфекции. Кариес – то же самое. Если у нас ничего нет, и мы постоянно болеем, у нас любая инфекция осложняется в пневмонии, пилонефриты, вот серьезные заболевания, вот тогда уже надо обратить внимание. То есть вот это действительно страдает иммунитет. А то, что он каждые 2 недели заболевает, 2-3 дня полечится и снова идет в садик, уже здоровый, это не считается, что он тяжело болеет, больной какой-то, все плохо. Конечно, мамам хочется, чтобы ребенок редко болел. Я это прекрасно понимаю, очень хочется. Да. В любом случае, когда ребенок идет в садик, это чужая микрофлора, да, то есть он выходит из своего дома. В любом случае какие-то вирусы чужие попадают, то есть там они там общие игрушки и так далее. Первый вот этот период, год-два, все равно ребенок будет заболевать. Да. Особенно, когда родителям надо идти на работу и больных детей водят в садик, обязательно будет заболевать. Вот эти вот с лающим кашлем дети, я когда привожу ребенка в садик и слышу из группы там кто-то, я просто не могу. Мне просто хочется взять ребенка в охапку и не водить. Ну, не всегда же возможно, да, вот оставить ребенка дома. Я просто не понимаю, вот эти безответственные родители. Ну, вот смотря что там. Если, конечно, это речь идет о безответственности, то есть специально водят, потому что им не жалко своего ребенка. Им важнее на работу пойти, например. Да. Или, например, бывают же такие работы, когда действительно нельзя пропустить, важно, да, потому что тебя уволят. Ну, конечно, это тоже такие отмазки, но я считаю, что для меня вообще не существует безвыходных ситуаций, кроме ограничений возможностей здоровья. Да. В любом случае всегда есть выход, если ты захочешь. Бывает такое, что вот опять-таки эти аденоидные вегетации. Например, острый период уже прошел, а у них может течь там до полугода. Да, вот, даже такое. Да. То есть вот это называется поствирусный кашель еще может быть, то есть до полугода это считается в норме. И это лечить никак не надо. Но при этом, если не страдает состояние ребенка, да. Но таким родителям тяжело понять, когда он заболел, а когда это просто аденоиды. А когда он вылечился, да? Да, то есть они не знают. То есть если температура прошла, состояние хорошее, то есть они считают его здоровым и начинают водить. В принципе, так и есть, он уже не заразен в этот период. Да? Ну да. Кашель может долго сохраняться. В основном в среднем, неделя. 2-3 дня в основном и неделя. Ну и в любом случае, когда уже этот кашель, если ребенок, мы-то начинаем быть заразными за 1-2 дня до того, как заболели. Да. Вот в чем минус. То есть то, что уже не водить, уже смысла нету. Да. Ну, я все-таки думаю, что иммунитет ребенка, да и взрослого, всех, зависит от настроения. То есть вот бывает такое, что ребенок испытывает какой-то стресс, и раз он простыл, заболел, да. А если у него там вот уровень счастья там зашкаливает, да, он там куда-то собирается или что-то там куда-то посетили, все, вот если он счастлив, никогда не будет. Редко, да. Ну, или будет более легкое течение. Или будет более легкое течение, да. Но вообще стресс, он непосредственно влияет на иммунитет. Почему вот эти дети в садиках и заболевают? Они там ходят 2-3 недели первые и сразу заболевают. Потому что для них это стресс, это сепарация от родителей. Вот. Или, например, там не хочет ходить в школу, там в классе их постоянно там булят, да? Булят, да. Конечно, этот ребенок будет более бледным, вялым и болезненным. Стресс. Поэтому надо формировать стрессоустойчивость. Как бы мы не будем, да, преднамеренно создавать стресс для ребенка. Но даже тоже нырнуть в холодную воду – это тоже стресс.
закалять, там, например, ножки помыть холодной водой, это тоже формирование стрессоустойчивости. То есть вы же не окунаете в ледяную прорубь, да, вы просто немножко его там взбодрили холодной водичкой. Это вот такие мелкие дозы стресса и формируют эту стрессоустойчивость. Почему-то эти дети, которые на улице выросли, они всегда меньше болеют. Да, для них не существует стресса. Ну, они босиком ходят. Да, им вообще все нормально. Да, все нормально. Ну, еще, знаете, в подростковом возрасте, ну, как и у нас у всех, у взрослых, да, как говорит, чем глупее человек, тем меньше у него проблем со здоровьем. То есть это еще и самонакруты, да, нервы. Вот, да, вот здесь вот интересно такой момент. Сейчас очень много информации из каждого утюга про здоровый образ жизни, да, про здоровье детей. И я стараюсь в это во все, ну, как бы не сильно вникать, потому что, ну, откроешь и начинается вот. А вот, кстати, вот да, у меня ребенок там, ну, какие-то симптомы находишь и начинаешь тревожиться, переживать. Ну, вообще, знаете, у всех болезней симптом основной – это температура, слабость, вялость. Да. И у всех самых страшных болезней тоже эти симптомы. Но поэтому нужны врачи, чтобы комплексно оценивать это, а не просто. У кого угодно может быть слабость. Может, вы там перегрелись на солнышке, вам слабость. Но это же не значит, что у вас онкология, все. Да. Но мы же самый страшный диагноз у нас это рак. Да. Поэтому накручивать. А вот что еще хотела сказать по поводу того, что в садик ходят, да, там, и думают, что иммунитет страдает. На самом деле иммунитет же формируется благодаря тому, что мы контактируем с инфекцией. Да. То есть у нас формируется иммунная память, вот это на ответ мы даем, да, на инфекцию, формируется память, и в следующий раз, когда мы сталкиваемся с этой инфекцией, у нас уже иммунитет умный, он быстро выдает эти клеточки иммунные, которые отвечают, и быстро ребенок легче переносит. Вот это было аденоиды, да, там почему чаще. Следующее – это анемия, потому что за питанием, почему мы говорим, да, должна быть сбалансированность, надо следить за этим. Никто не следит за анемиями. То есть у нас гемоглобин 110, это, ну, нормально же. Ну, нормально, да. Или, может быть, гемоглобин 120, но при этом другие показатели страдают. Но гемоглобин же нормальный. Так а то, что твой организм, он использует весь этот белок с железом, да, ферритин, использует полностью на твои вот обычные нужды. И когда ребенок, или ты заболеваешь, а запасов нету, идет осложнение, потому что ему нечему транспортировать. Вот. Сейчас тоже есть такое понятие, как латентный железодефицит. Я когда первый раз попала к гематологу с ребенком, у меня, конечно, там проблема совсем другая была, серьезная, а он мне давай за этот латентный железодефицит. Думаю, какой-то сумасшедший, что ли? Думаю, я к тебе пришла там вообще с патологией, а ты мне тут про это. А потом вот прошла вот это обучение, я же говорю, с этими. И действительно, да, и во всем мире это лечится сейчас, контролируется. А что это такое? Это запасы железа в организме оцениваются. То есть не обязательно сдавать ферритин, как мы там, да, постоянно. Ну, это более ответственные люди, они делают вообще чекап раз в год и проверяют там все, и гомоцистеин, и ферритин, и биохимию сдают. И детей тоже. И детей тоже, да, конечно, обязательно. То есть они в общем оценивают. Но это не все могут себе позволить, и не все считают это нужным, да, если ребенок нормально развивается. Но если же ребенок, например, вот часто болеющий, да, там нету объективной причины, а просто сидеть, бояться и наращивать свою тревожность не стоит. Надо просто посмотреть. Сдайте общий анализ крови, общий анализ мочи. Вот эти два результата, они вообще, их легко сдать, можно в любой поликлинике, там мало кто отказывает. И оценить, но не все оценивают это. То есть никому это не надо. Вот, например, там в поликлинике, конечно, не хочу на своих наговорить, что мы там оцениваем? Лейкоциты, лимфоциты, палочкоядерный сдвиг, есть он или нет, все. То есть когда ребенок болеет. Во здоровом состоянии тоже там, цветовой показатель и гемоглобин. Но на самом деле там еще два минимум показателя, даже в любой поликлинике их делают. Это среднее содержание гемоглобина в эритроците и распределение его, который тоже может свидетельствовать о уже, то есть дефиците, он есть. Гемоглобин в норме, цветовой показатель еще в норме, но это не мешает, да, ему там жить, нормально развиваться. Но при болезни у него нет запасов, он не может защитить себя. Нету сил, короче говоря. Ну, говорит ли это о том, что этот ребенок более подвержен каким-то вирусам? Нет, мы все одинаково подвержены этим вирусам. Кроме тех, я же говорю, кто дышит через рот. Ну вот, например, в комнате нездоровый человек, там кашляющий человек, и тут нас человек 10, но не все же заболеют.
Да. От чего это зависит? У меня вообще своя теория, да, что не каждый может заразить. Ну, просто вот я сужу по своей семье, да, нас трое: муж, я и ребенок. Да. Когда болеет ребенок, я от него 100% заражаюсь. Муж не заражается, при том, что в контакте, мы ухаживаем оба одинаково, там и целуем его, и нам вообще все. Он никогда не заразится. Когда болею я никого не заражаю вообще в принципе. Когда болеет муж, мы тоже от него не заражаемся. То есть мы, не знаю, не подходят наши какие-то эти друг друга, мы, в общем, не заражаем почему-то. Ну, например, от мамы своей я всегда заражаюсь. Всегда. Вот она покашляет, все. Потом домой, и ребенок мой тоже от нее заражается. То есть, не знаю, какая-то, наверное, комплейнс какой-то есть. Подключайтесь. Да. Не, на самом деле это зависит от твоей слизистой носа, рта. То есть мы вдыхаем, если там все нормально, все здорово. Нужно ли увлажнять специально слизистую Нет. носа? То есть, если это, например, там зима, мы греем, да, сушим воздух батареями, Да. тогда надо увлажнять воздух, но не слизистую носа. Я про это, кстати, тоже рассказывала. Для меня это тоже мне показалось интересно для родителей, потому что я слышу от мам: мы идем в садик, аквамарисом нос обрабатываем, и все равно Да. это не помогает. Конечно, не помогает. Вы вот эту слизь, которую всю ночь ребенок копил, чтобы защищать ее в течение дня, нос, которая тоже содержит там специальные вещества, фагоциты, да, вот эти клетки, Да. которые защищают. Вы их смыли благополучно и с чистым, незащищенным носом отправили его в садик. Конечно, он пришел и тут же заразился моментально, то есть через сухую слизистую проникли, через трещинки проникли микробы быстрее, чем в обычном защищенном носе, так сказать. Если, например, аллергия, там, да, тоже как бы... Ну, тут при аллергии, кстати, редко заражаются, потому что у них постоянно течет эта слизь, и она... Они защищены. Да, она смывает. То есть эта слизь тоже не просто так нужна, и кашель тоже не просто так нужен. И слюна тоже защитит. Это все защитные факторы. Все защитные факторы. Кто-то будет сидеть много разговаривать. Вот мы с вами сидим, разговариваем, да, а вы излучаете там микробы, да, даете. Так я же поглощаю во время разговора. А кто-то вот сидят и не разговаривают, рот не открывают, дышат спокойно через рот, через нос. То есть он защищен. Он защищен. Все понятно. Не знаю, тут, Деловер, конечно. мы про тебя говорим. Спасибо. Скажи, пожалуйста, вот игрушки. Мы сейчас покупаем огромное количество игрушек нашим детям. Замечала ли ты в своей практике, что вот эти игрушки там, ну, говоришь ли ты с родителями, вот эти игрушки опасные, вот это вот абсолютно нельзя покупать там, что-то такое есть? У тебя какие-то рекомендации на этот счет? Ну, что никто не спрашивал, я не задумывалась. А вообще вот травмоопасные какие-то вещи, вот бывали ли такие у тебя случаи, что вот, ну, ребенки из-за игрушки? Ну да, игрушки, может быть, что-то какие-то нет? Ничего Нет, такого я не не слышала такого. Не, ну упасть там с велосипеда такое, да. Ну, что ж, велосипед, как бы, да. тут нужен контроль. Не, вообще я считаю, что даже для новорожденных детей игрушки должны быть по возрасту. То есть мы, например, у меня просто свекровь лор-врач, и я помню, она принесла игрушку и говорит: это специально до месяца жизни разрешенная игрушка. Я говорю: в смысле, а почему? Я даже не задумалась. А оказывается, там вот этот шум этой погремушки, он очень легкий, не звонкий и не вредит нервной системе, оказывается. А после месяца вредит? Не, можно, но она не вредит, в смысле, а что разрешена им. Ну, может, это, конечно, масс-маркет, но действительно там шум был такой мягкий, не гремит там дын-дын-дын, а такой, как песочек, как будто сыпется. То есть у нас в детстве было все неправильно. Да, у нас было что-то. Я не знаю. Наверное, было. Не, но тем не менее мы выросли нормальными людьми, все равно зависит же, там, как бы, да, имеет большое значение генетический материал, но и имеет значение среда, в которой растет человек. Ну, подводя итоги, надо спросить у тебя, как ты вот рекомендуешь все-таки сдавать анализы, да, раз в год все анализы сдавать? Как минимум я советую проходить вот эти медосмотры по возрасту, которые положены. Ну, их же никто не проходит. Как это никто не проходит? Да? Ну, почему-то до года вы все проходите, Ну, а да. дальше вы считаете, что ребенок ваш все. Ну, дальше мы только когда температура идем к педиатру. Не, ну почему? Ну, вот, например, в 6 лет сама не прошла, 6 лет а других учу. Нет, очень важно перед школой там зрение проверить как минимум, слух.
Нет, все равно надо проходить. Вот почему-то до года даже и витамин D дают все мамы, а после Да. года ребенку не надо, да? Ну, они Все. на солнце же выходят. Ну, а до года тоже выходят. Но, Типа питается хорошо, вит- из еды берет. Да, Ну, да. не у Витамин всех. D вообще давать можно просто или обязательно Нужно. Нет. нужно сделать анализ? Нет, в профилактической дозе мы даем всем детям Мгм. витамин D. Если же, конечно, вот опять-таки мы даем и витамин D в профилактической дозе, и ребенок все равно продолжает болеть, Мгм. тогда стоит сдать и посмотреть, может, ему нужны просто лечебные дозы. Я Тоже это поняла. очень часто, вот дефицит витамина D очень часто на иммунитете сказано. Ну, как мы говорим, это иммунитет, но просто на здоровье. Мгм. Вот очень часто, у меня просто недавно был такой случай, что я думаю, все, я буду настолько строго с мамами по медосмотрам, что просто вот, Мгм. потому что был ребенок, ну, обратилась мамочка, говорит, у нас там есть диагноз. Я говорю, Мгм. какой? Вот он оперирован по поводу опухоли надпочечников. Я думаю, ему 8 месяцев, он оперирован уже все, он в стадии ремиссии. Мгм. Я говорю, слушайте, а как вы выявили? Она говорит, ну вот мы узнали в 3 месяца от знакомых, что надо было в месяц проходить УЗИ. Нам направление в поликлинику не дали, мы пошли в частной клинике, прошли. И выявилось, что вот когда делали УЗИ почек, что в надпочечнике увидели опухоль, и буквально там через неделю-две его прооперировали, и все. И как бы онколог сказал, вы бы выявили это в 2,5 года где-то, но уже было бы все плохо, Мгм. поздно было бы. И я думаю, все-таки это не просто так придумано, и очень важно это делать. Я сама на этом погорела. Мгм. У нас, например, нету нейросонографии, УЗИ мозга. Через родничок, пока он Мгм. открыт, и надо делать это УЗИ. Я же умная, я сама оценила развитие ребенка, думаю, Ну, он всё очень нормально, хорошо, он да. так хорошо развивался, у меня вообще прям молодец. Мгм. И думаю, зачем ему это делать? Все у него с мозгом в порядке. А оказывается, нет. Да, то есть надо Надо, делать. ну, конечно, это как бы не повлияло там на его сейчас основное заболевание, но я бы немножко по-другому. Например, там у него есть киста. Когда Мгм. есть киста, нельзя ребенка доводить до высокой температуры. Надо Мгм. ее сбивать раньше, чем, например, там, здорового ребенка. Здорового ребенка можно вообще, если он бегает 39,5, то не сбивать ее. А вот когда есть какие-то особенности, то надо уже немножко подумать о том, что у него может судороги быть и так далее. Это может быть и Это- хорошо, что я не знала, потому что я ему никогда не сбивала так температуру раньше времени, поэтому у него хороший иммунитет. Мгм. Вот, медосмотры проходить обязательно. Общий анализ крови, ну, просить педиатра оценить полностью. То есть я уверена, что все педиатры умеют это оценивать. Мгм. Нету такого, что... Потому что нас всех это учат делать одинаково, в принципе. Мгм. Там по анемиям, как минимум. Мгм. А что еще? Питание. Самое главное питание. Ну, самое главное. Вот я говорю, самое главное питание. Самое главное образ жизни. Самое главное... Все самое главное. Все самое главное, потому что одно без другого не может существовать в нормальном объеме. То есть мы и образ жизни поддерживаем. Я всегда вот говорю, я просто слышала это и у психологов, и у неврологов. Вот нельзя, чтобы ребенок больше 20 минут был в неподвижном состоянии. Вот даже на телевизоре включаешь мультики, и ребенок что делает? Он там прыгает, смотрит мультики, но он уже где-то там все равно. А когда он сидит за гаджетом, он развалился и в неподвижном состоянии находится. То есть у него фиксированы тут мышцы в напряженном состоянии, пережаты, между прочим, еще сосуды. Все тело зафиксировано. Все зафиксировано. И А они даже- могут сидеть час-два. И даже зовешь, не слышат, потому что он там погружен. весь. Помимо того, что я уже не говорю, там, что как психологи, да, там на влияние на нервную систему, тут просто вот на общее состояние. То есть даже если он сидит за компьютером, ну, это и офтальмологи все говорят, не больше 20 минут. То есть все равно надо встать и походить. Ну так, в принципе, даже когда вот картину рисуешь или что-то делаешь, тоже больше 20 минут нельзя делать. То есть должен встать, отвлечься, расслабить органы зрения там, и так далее. Вот, активный образ жизни. Ой, как много мам, которые боятся выйти на улицу. Вот эти 40 дней, знаете, да, что нельзя выходить. Ну да, ну такая вот. Но это нельзя выходить в люди. Обычай такой. Это в люди нельзя выходить. Это не значит, что во двор нельзя выйти. Не, ну а что, во двор не выходит? Да, нельзя же. То есть люди понимают, как им удобно. 40 дней дома и сидят? Да, сидят дома. Вот максимум, куда они выйдут, это выйти там в магазин за продуктами. Ну, у меня, например, желтушка была, ну вот мне рекомендовали на Конечно. солнечные лучи, солнечные ванны. Конечно, Мы обязательно. выходили. Мгм.
То есть, если у кого-то еще есть такие. Или боятся, например, там, что ветер. Надо соску запихнуть в рот, чтобы он не подышал этим ветром. А так он же сейчас... находится в коляске, в этих бортиках, он защищен от ветра. Не знаю. В общем, есть такое. И еще я сейчас просто начала там у одного психолога, из-за того, что нам надо было и для своего ребенка, и в профессиональном плане проходить обучение именно вот такие вот там расстройства пищевого поведения, там сенсорная интеграция. То есть то, что интересно, потому что родителям надо, чтобы педиатр это человек, который делает все, он знает, должен все знать. Да, нет такого, как офтальмолог, да, он только глаза знает, и все остальное это не его компетенция. И вот мне понравилось, как она сказала, что не надо бояться микробов на площадке, вы помоете эти руки потом. Но вы мешаете ребенку, во-первых, развиваться, его интерес к этой жизни вы погашаете, там, не трогай это, не трогай то. А некоторые не водят, потому что им тяжело этого ребенка за ним следить. Дома еда, вода, интернет. Зачем, да? Да. Можно же сделать площадку во дворе тогда у себя. Но не у всех есть, сейчас же квартиры в основном. Вообще вот это вот ограничение, постоянное ограничение, мы же постоянно, я вот иногда обращаю внимание за собой, туда не иди, сюда, здесь ровнее, здесь правее, здесь левее, и иногда думаю, вот душнило просто. Вообще, я думаю, в современном мире так уже не надо делать. То есть, я, например, не знаю, я такая накрученная была с рождения ребенка, что и вот это все равно влияние Запада, да, вот эти все их там фишки. Да. Я, например, ребенку не защищала, я не говорила там, ты сейчас упадешь, например. Я говорю, делай, но ты можешь упасть, постарайся не упасть. Вот так вот, что не говорить там. Мальчики, они в основном более аккуратные. Вот когда девочки, они все на опыте. Но это до определенного возраста. Дальше они меняются местами. Девочки более шустрые. У меня даже подруга приходит, я так всегда дочку хотела. А потом я посмотрела, я думаю, может быть, и не хотела бы. Я бы не выдержала. У меня такой спокойный ребенок был. Я не знаю, как бы я такое выдержала. Все рассчитано. Это до определенного возраста. Поэтому не надо запрещать детям познавать мир сенсорно, да, это все равно это формирование нервной системы. Более стабильная нервная система, меньше тревожности, меньше стресса, больше стрессоустойчивости. Все это взаимосвязано, все в комплексе должно быть. Скажи мне, вот подводя итоги, какую бы ты вот первую рекомендацию дала бы нашим зрителям? Что нужно делать? Я не знаю, что ты скажешь. Не знаю, тут все в комплексе, я же говорю. Нужен комплексный подход. Нельзя следить только за питанием, а не следить за всем остальным. Нельзя, при том, что ребенок ничего не ест, кроме макарон, закаливать его и надеяться, что он будет здоровым. Такого не бывает. Или когда ваш ребенок, тоже часто проблема, ест только хлеб и макароны, и таких детей много. Это расстройство пищевого поведения. Надеяться, что он вырастет здоровым. Не вырастет. У него все равно с эндокринной системой, у него будет дальше ожирение и так далее. То есть надо обращать внимание. Конечно, всех подогнать под нормы тяжело, но они придуманы не просто так. Надо хотя бы приблизительно быть в этих нормах. Быть внимательнее к своим детям. Я бы хотела, чтобы эту передачу смотрели люди, которые только готовятся к беременности. Пусть бабушки лучше не вмешиваются в воспитание детей, да, пусть они вмешиваются в подготовку к рождению детей. Потому что вот у нас недавно был тоже день беременных, и там выступал очень такой, у нас сейчас очень модный там гинеколог, и она говорит, что вылетела мысль, что женщина закладывает здоровье своих внуков. То есть родить девочку это более ответственно, чем родить мальчика. То есть мы рождаемся уже с определенным набором яйцеклеток, который мы получили от своей мамы, да, то есть на фоне ее здоровья. То есть от того, что у вас там болеющие внуки, винить надо бабушку, а не женщину саму. То есть насколько это все влияет. То есть вы фактически закладываете здоровье своих внуков. И если вы будете об этом помнить, к внукам все равно все ответственнее относятся, да, к чем к своим детям. Да, возможно. Поэтому, если об этом помнить всегда. Да, это интересно. Много интересных мыслей, да? Много обо всем по чуть-чуть. Да.
много интересных мыслей, много интересных вещей говоришь. И интересно, что сейчас педиатр, доктор, он не просто там специалист в своей сфере, да, много сфер ты затрагивать должна, и психологию, и все остальное, да. Ну, как бы не обязана, но если хочешь, можешь. Ну, как бы если ты ставишь целью быть хорошим педиатром, да. Да, наверное, да. Есть такое. Сагу, Ленри. Сезге Сахлун, что пригласили. Я уже вам рассказала, что я теперь частый посетитель вашего YouTube-канала. Сагу. Прям очень интересно. Сахлун, что занимаетесь вообще таким? И благодаря вашему каналу, то, что я его постоянно смотрю, мне начали попадаться каналы других крымских татарских ютуберов, как их блогеров назвать. Блогеров, да. И оказывается, у нас столько всего есть, и так интересно все. Ну, на самом деле, не так много, наверное. Ну, лучше, чем 0. Да.